В прошлой передаче мы говорили с вами о переписях населения, о политизации этих переписей. И в качестве одного из примеров разбирали переписи 1989 года. Знаковую и для Башкортостана, и для Татарстана перепись. И тогда мы говорили с вами о том, как часто переписи политизируются, в том числе именно сейчас. И сама жизнь подбросила нам как раз новый, хороший рабочий материал. Исследователи сейчас активно им пользуются. И, конечно, этот материал неплохо бы прокомментировать и вот в формате нашей передачи. Грядущая перепись 2020 года начала политизироваться задолго до реальной подготовки к ней. Причем политизироваться настолько, что, например, та самая наша с вами мирная просветительская беседа, о которой я только что упомянул, явилась таким объектом пристального, не просто пристального внимания, а рабочим объектом для политизации со стороны как раз, я даже не знаю, идеологов, даже не политологов, а именно идеологов и политтехнологов соседней республики. О причинах этого мы еще поговорим. Сначала немножечко давайте о фактологии. Начну, наверное, с самых официальных отзывов по этому поводу, которых, в общем-то, я даже не ожидал такой популярности нашего проекта «Заман». Я благодарю тех, кто создал такую хорошую рекламу, в том числе и в соседней республике. Прежде всего, блогера Ерхамова, который ведет передачу по топу новостей татарского мира, потому что он уже в течение нескольких передач усиленно возвращается именно к данному нашему просветительскому проекту. В частности, была прокомментирована и моя реплика, точнее, мое выступление по поводу переписи 1989 года. И я считаю необходимым пояснить некоторые вещи, поскольку блогер, к сожалению, использует не только явные натяжки, но и прямую неправду. А это не есть хорошо. Вот давайте посмотрим, например, как описывается сама перепись 1989 года. Сначала блогер говорит открыто совершенно очевидные вещи о том, что именно она выделялась, она была очень важна для татарского национального проекта и национального самосознания. Пожалуйста. Азат Бердин взялся за обесмысливание результатов переписи, проведенной в Башкортостане в 1989 году. Результаты этой переписи очень важны для татарского мира. Но следом он тут же саркастически восклицает, что перепись не такая уж и аномальная. Так когда же нам верить, уважаемому блогеру, когда он говорит, что она действительно очень важна, что она аномальна, она выступает в ряду прочих переписей? Или когда он с такой акцентированной иронией говорит о том, что она не аномальна? Не такая уж и аномальная эта перепись 1989 года. Далее там цитируюсь уже я. И опять же получается достаточно интересно. Когда я объясняю, что эта перепись аномальна, он как бы со мной получается, что соглашается. А дальше начинает методично опровергать. Но опровержение очень интересное. Человек просто приводит с уверенным, важным видом просто абсолютные данные прошлых переписей, которые призваны создать у зрителя впечатление квалификации, подкованности, так сказать, данной теме. Потому что цифры, они всегда очень, так сказать, значимы для сознания. Человек даже не думая в них, начинает верить, что человек, владеющий цифрами, владеет и смыслом. Но это, как мы увидим, не всегда так. Потому что из данного ряда переписей мы не видим ничего.
Кроме того, что да, в республике количество башкир одно время было, считалось, меньше, очень немного меньше, чем количество татар. Но на динамику внимания не обращается. А дело именно в динамике, она очень простая. Какой смысл вот тех цифр, которые только что были приведены? Он очень простой. Численность башкир неуклонно росла. В общем-то, неуклонно росла численность и всех народов Башкортостана, но башкиры, как видим, немножко, но опережали их именно в этом росте. Их рост шел вперед. И это понятно, потому что волна урбанизации башкир из трех основных народов Башкортостана, башкир, русских и татар, она их затрагивала позже всех. Поэтому приток из деревень был несколько запаздывал. Вот. И теперь, когда люди приходили из деревни в города, они приходили в большем количестве. То есть вот этот деревенский запас, грубо говоря, у татар уже иссякал, у русских он уже почти иссяк. Вот. А у башкир он только нарастал. Этим и объясняется то, что демографическое поведение башкир, оно было не намного, но более нацелено на расширенное воспроизводство, чем у татар. Это я просто объясняю, почему это происходило. Но хотел бы обратить внимание на сам факт, что происходило. Что происходил неуклонный рост. И вдруг в 1989 году, без войны, без мора, без каких-либо катаклизмов, число башкир сразу резко обваливается. Причем обваливается так, что не всякая война способна его обвалить. По крайней мере, последние полсотни лет башкиры точно такого не знали. Все послевоенные годы. Итак, получается, в чем же смысл был этой переписи? Почему он так значим для нашего самосознания? В принципе, я на этот вопрос уже отвечал, и это подчеркнуто и блогером Ярхам. Власти Башкортостана увидели, что по результатам этой переписи татары численно находились на втором месте, тогда как башкиры на третьем. И результаты известны. Произошел резкий, не обусловленный никакими демографическими показателями, скачок татар, падение башкир, так что татары вышли на второе место, в республике башкиры на третье. И, соответственно, такой когнитивный диссонанс, такая интересная психологическая травма у башкирской интеллигенции по этому поводу, когда они вдруг неожиданно оказались без всякой войны, без всяких пертурбаций, в совершенно, казалось бы, спокойном состоянии, когда они были рады социалистической нации, вдруг в таком очень зыбком положении своей собственной республики. Итак, мы видим, что первый тезис блогера совершенно неверен. Эта перепись действительно значима для сознания, она действительно аномальна. Но когда доходит до объяснений, то дело от натяжек переходит уже к неправде, что совсем нехорошо. Поскольку Ярхамов утверждает, что якобы я говорил, что эта перепись была проведена под административным нажимом с целью уменьшить количество башкир, потому что в Москве не нравился Рахимов. Почему, по словам Бердина, советской власти не нравился Муртаза Рахимов, руководитель Башкортостана? Поэтому башкирский народ и был наказан, и его переписали в меньшем количестве, чем татар. К сожалению, Ярхамов, видимо, немножечко слаб в хронологии. Дело в том, что Рахимов, Муртаза Губайдулович, стал председателем Верховного Совета Башкортостана. Если мне память не изменяет, 7, по-моему, апреля, но точно 1990 года. То есть уже после этой переписи. То есть после всей этой истории со снятием Шакирова, с приездом комиссии ЦК, с очень сильным административным давлением, которое было призвано исправить, так сказать, перекосы башкиризации, то есть призвано, грубо говоря, уменьшить количество башкир, процент башкир в Башкортостане. Далее, следующим интересным моментом, даже более интересным моментом, было выступление ТНВ. Понимаете, вот споры между блогерами, споры между различными просветительскими проектами, это, в общем-то, нормально. Но когда такой спор начинает вмешиваться государственные структуры, а ТНВ – это структура для Татарстана, для медийного его пространства, выше которой некуда,
это уже показывает, что в дело вмешивается политика республиканского, как минимум, уровня. И что же мы видим? Первым заинтересовавшим меня выступлением на ТНВ было и выступление Ильшата Аминова. Кто не знает, это генеральный директор канала ТНВ «Татарстан. Новый век» и депутат высшего законодательного органа Республики Татарстан. И вот целый гендиректор ТНВ обратился к совершенно безобидному интервью на России-24 Башкортостан на федеральном канале. Интервью это давал корреспондент федерального канала Свете Валеевой Юлдаш Юсупов, мой коллега и начальник Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан. И меня вообще заинтересовала сама передача, понимаете, она подана прямо как иллюстрация к манипуляции сознанием прямо по Сергею Георгиевичу Харамурзе. За всю передачу, если вы внимательно ее посмотрите, вы не обнаружите вообще ни одного аргумента. Их просто нет. Есть эмоциональное восклицание, прямо в духе таких мэтров отечественной пропаганды, как Киселев, например. Вы знаете, Аминов вообще мне очень напоминает Киселева, видимо, ни одному мне. И вот когда вот он с такой киселевской интонацией начинает говорить, что в Башкортостане, очевидно, вирус поразил сердца и души людей, и потом в качестве иллюстрации он показывает, нет, лучше посмотрите сами. В соседней Башкирии тоже, похоже, эпидемия. Только она поразила не тела, а души некоторых наших сограждан и добрых соседей. И поводом для этой эпидемии послужила предстоящая перепись населения. Я, честно говоря, не знаю, почему в соседней республике решили настолько политизировать и обострить этот вопрос. И насколько это государственная политика. Но творится уже что-то невероятное. Вот давайте посмотрим несколько фрагментов интервью с неким начальником Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Юлдаша Юсупова, которая вышла не где-нибудь, а в эфире башкирского филиала ВГТРК «Вести-24». Что можно сказать по этому поводу? Как я уже сказал, аргументов нет никаких. Есть эмоциональное восклицание и очень странное обвинение в том, что Юлдаш Юсупов упомянул про учителей и их татарских учителей и их роль в трансформации идентичности на северо-западе Башкортостана. Вы знаете, честно говоря, даже вступать в полемику с этим горе-ученым оскорбительно. Но учителя-татары советской Башкирии, которые помогали ликвидировать неграмотность в трудные 20-е годы, чем они заслужили такое отношение? Они что, демиурги каких-то врагов, оккупантов, главной целью которых было не учить темных людей, а лишать башкирский народ идентичности? А как сегодня должны чувствовать себя современные учителя Башкортостана? Что, учителя-татары портят чистоту башкирской нации? Следовательно, назревает вопрос, от них надо избавляться? А вот то, что вместо этой ненаучной фантастики он гендиректора ТНВ говорил на самом деле Юлдаш Юсупов. И вот пришел учитель в деревню, и, собственно, он уже определяет, если мы говорим о культурной принадлежности, он определяет уже культурное лицо. Я вам приведу два таких очень ярких примера, а они касаются как раз-таки 20-х годов. Например, современный север Башкортостана, Таташлинский, Аскинский и Карайдельский районы. По этнографии, по генофонду, по происхождению, это все, это однозначно вот северо-востоком, северо-восточными башкирами, они один монолит. Но туда приходят татарские учителя, и все, они входят уже в группу северо-западных башкир, уже двойная идентичность и так далее. Это произошло в 20-е годы. Другой пример – деревня Канлы-Тюркеева Буздякского района. Сейчас вокруг достаточно такое татароязычное население, и деревня Канлы-Тюркеева говорят на башкирском литературном языке. Почему такое произошло? Потому что там однажды был активный учитель, который добился того, что только в этой деревне будет учиться башкирский язык. Тоже 20-е годы. Вот сила учителя в те времена. Меня несколько удивляет, что человек в ранге гендиректора ТНВ не знает, что основа идентичности любой нации формирует как раз школьный учитель.
Это вообще-то классика. Это классика, когда люди говорят, что какую-либо войну выиграл школьный учитель. Это повторяется постоянно. Потому что учитель создает нацию, укрепляет ее дух. Именно под руководством учителя все учащиеся, его аудитория, создают свое национальное самосознание, они постоянно коллективно вспоминают, кто они такие. Либо формируют это заново, если они есть табуля раса, то есть чистая доска. В данном случае, именно в данном регионе, как известно, проживает население с двойственной этнической идентичностью. Это не означает, что они все с двойственной этнической идентичностью. Там есть башкиры, есть татары. А есть достаточно большое количество людей, которые как бы не всегда определяются этой идентичностью, могут записаться башкирами, могут записаться татарами. Для них это не принципиально важно. Вот. И это совершенно нормально, в общем-то, для сложившихся исторических обстоятельств. Почему это происходило, мы уже говорили в прошлый раз, что в основе это на северо-западе Башкортостана это башкиры, у которых свой северо-западный диалект башкирского языка, очень похожий на татарский язык. Тут, кроме специалистов, его быту вообще сложно отличить от татарского языка, от его среднего говора. Хотя, кстати говоря, почему-то сами татары Татарстана, насколько я знаю, каким-то образом отличаются. Вот. Сам я не владею ни одним диалектом ни башкирского, ни татарского языка. Поэтому мне судить сложно. Я могу смотреть только по общечеловеческой точке зрения по этому поводу. И далее получается как? Учителя, которые действительно внесли огромный вклад в том, что вот это население, которое колеблется между татарским и башкирским, выбирало именно татарскую идентичность. Вот. О чем, кстати, и говорил, причем не подробно. Он просто упомянул об этом как общеизвестном факте. Это знают все, тем более на северо-западе. Вот. Почему-то вызвали такое возмущение, причем акцентированное возмущение Ильшата Амина. Очень хочется верить, что не это имел в виду господин Юсупов. Надеюсь, на такую подлость и низость он не способен. Но сидящие в этой студии на государственном канале «Россия-24» делают вид, что не понимают, какую пропасть они пытаются создать между дружественными, близкими по языку и культуре башкирским и татарским народами. В какую бездну взаимных упреков и оскорблений они толкают нас в этой непростой языковой ситуации, в которой мы находимся. Вот что на самом деле говорил Юлдаш Юсупов. Понимаете, мы здесь не должны преувеличивать какие-то там проблемы на межнациональной, на межэтнической почве. Это, по большому счету, все эти проблемы касаются лишь такого вот, нашего брата, ученых. Вот мы между собой там спорим, там кулаками бьем по столу и так далее, а люди между собой нормально общаются и женятся. Да, и надо все-таки напомнить людям, что перепись это дело добровольное. Конечно, добровольное. И ни в коем случае нельзя не политизировать ничего. Здесь нужно просто спокойно, без эмоций к этому всему относиться и подходить, так сказать, с какой-то долей ответственности. Но и это еще не все. Поскольку в следующей передаче уважаемый гендиректор ТНВ превзошел уже самого себя. Вот именно в том же стиле, почти, теперь уже только почти не приводя аргументов, потому что там были некоторые тезисы, которые за аргументы натяжкой принять можно, он поведал населению об ужасном диктанте на башкирском языке, который был ужасен тем, что в числе номинаций, там кроме башкирского языка для продвинутых пользователей, так сказать, и для тех, кто башкирский язык только изучает, или просто знает его слабо, был еще диктант для носителей северо-западного диалекта башкирского языка. Эксперимент сам по себе действительно очень интересный. Я могу сказать, что эксперимент прошел просто на ура, он дался на слово. Вообще к этому башкирскому диктанту население отнеслось с великим энтузиазмом. Это я могу свидетельствовать. Об этом свидетельствуют и социологические замеры. Об этом свидетельствует самая простая вещь, их результат. Диктант, который есть вещь сама по себе абсолютно добровольная, тем более в условиях карантина, написало более 300 тысяч человек. Из них более 53 тысяч написали диктант на северо-западном диалекте башкирского языка. Я прошу обратить внимание
именно вот на эту указал вот совершенно очевидную вещь, что диктант – дело добровольное. Почему? Потому что он нам дальше понадобится. Потому что эта простая очевидная вещь оказалась совершенно неочевидной для пропагандистов соседней республики. Их возмущение, значит, пало именно на это направление северо-западного диктанта. И тоже Ильшат Аминов, например, показывает фрагмент из этого диктанта и задает такой, как сказать, даже не то что риторический вопрос, а опять с удивленным, ошеломленным якобы видом говорит, что, ну, позвольте, это же настоящий татарский язык. Ну что тут сказать? Каждый, сидящий сейчас у экранов телевизоров татарин, наверняка воскликнул: ну какой же это башкирский язык? Это литературный татарский. И, конечно, будет прав. Вы знаете, так мог бы сказать какой-нибудь блогер, вот типа того же Ерхамова. Но генеральный директор ТНВ, депутат, который все-таки обязан обладать определенным образовательным уровнем, не может не знать, что северо-западный диалект башкирского языка, который многие ученые в Татарстане считают диалектом татарского языка, в этом, кстати, ничего удивительного нет, таких примеров в науке множество. Они действительно очень между собой близки. Как вообще башкирские и татарские языки между собой, вообще-то говоря, близки. Они понимаемы без переводчика. И если башкир и татарин сам не захочет, то со стороны обычный человек никогда не узнает, кто из них какой нации принадлежит. Но вот эти тонкости на этом образовательном уровне знать надо. И выдавать вот такое бытовое восприятие за восприятие человека, все-таки знакомого с наукой и знакомого с предметом. Человек, наверное, хотя бы Википедию почитал, прежде чем выступать по этому поводу. Это есть натяжка уже явно преднамеренная. Это уже не есть хорошо. Это уже есть все-таки какое-то введение вот меня, читателя, зрителя, в заблуждение. То почему это плохо? Вы знаете, у меня нет цели упрекнуть как-то того же Ильшата Аминова, например. Человек делает свою работу, это понятно. Но, понимаете, я хочу сказать политтехнологам, идеологам братского татарского народа, что в данном случае их работа очень неэффективна. Она неэффективна, с моей точки зрения, она еще и вредна, но она еще именно неэффективна. Понимаете, она вся обращена на кого? Вот кому вот все вот это адресуется, вот все вот эти деланные возмущения, все вот эти заполошенные крики о том, что якобы это есть этнонациональный конфликт. Вот возникнут такие межэтнические противоречия на языковой базе. Это может привести к серьезному этническому конфликту внутри Башкортостана. Неужели мы можем позволить недальновидным ученым, политтехнологам и экстремистам всех мастей разрушить нашу дружбу и братский союз? Никакого национального конфликта в данном случае не только не усмотрено, но он не фиксируется буквально нигде. Он фиксируется только именно на блогах, на блогах татаристов, ну, в смысле татарских националистов, и на уже аж передаче ТНВ. Все. Более того, вот давайте сравним татарстанскую прессу, которая вся разнесла именно вот эти мемы о том, что диктант на северо-западном диалекте башкирского языка несет в себе межнациональный конфликт. Вот. И башкирскую прессу, башкортостанскую прессу, которая тоже, естественно, отражает официальную точку зрения. Да? В башкирской прессе вообще молчание по этому поводу было. То есть она на бой просто не пришла. Вот. Я вам более того скажу, даже общественники, башкирские общественники в данном случае выступали очень скупо и мало. Просто потому, что они были настолько довольны результатом этого диктанта, вот, что им спорить уже просто не было смысла. Все было ясно и так. Все было и так хорошо, и спорить дальше зачем? То есть никакого конфликта в данном случае не усматривалось. И вот эти усилия, получается, тратились впустую. Почему? Понимаете, дело в том, что главным мемом в этом случае было возбуждение тревожности именно у татарского населения. Это вот опять вот это внедрение постоянного мема о том, что татар будут переписывать башкир. То есть возбуждение этнической мобилизации
говоря научным языком, в тревоге вот за свою идентичность. Но то-то и оно, что вот данный случай как раз показал, что на самом деле люди беспокоятся не за татарскую идентичность. Вот. Они, по сути, беспокоятся за то чтобы не ушли из нее те, кто был ассимилирован ранее. Потому что диктанты, я еще раз повторяю, видите, это дело добровольное. Хочешь писать на северо-западном диалекте башкирского языка? Пиши. Не хочешь – не пиши. Хочешь на татарском писать – дождись татарского диктанта, он у нас тоже проводится, и пиши на татарском. Если ты считаешь, что говоришь на татарском языке. Проблема-то в чем? Но нет, оказывается, само утверждение, что это есть северо-западный диалект башкирского языка, в науке принятое вообще-то. Не общепринятое, есть другая гипотеза. Ничего в этом страшного нет. Это, оказывается, есть целый межнациональный конфликт. Эта история имела продолжение. Причем продолжение на самом высоком, опять же, уровне. В конце той же передачи Ильшата Аминова он обращается аж к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову с патетическими призывами остановить неких этномиссионеров, и, значит, прекратить вот эти ужасные поползновения на татарский язык и татарскую идентичность. Хотя, еще раз повторю, никто никогда ни одним словом не отрицал существование татарской идентичности на северо-западе Башкортостана. Ну, конечно, татары там есть, конечно, их там много. Конечно, это наши сородичи, друзья и братья. И та же самая администрация Хабирова, например, она с самого начала давала понять, что она очень лояльно относится, естественно, и к татарским гражданам, проживающим в нашей республике. Да вот, пожалуйста, не успел Хабиров к власти прийти, был открыт памятник Габдулле Тукаю у самого большого в мире татарского театра НУР. Очень удачная сама по себе символическая вещь. Вот. То есть, видите, здесь как раз очень ясно мы видим, чьи намерения являются действительно, на самом деле, провоцирующими. И, вы знаете, опять же, я не обвиняю татаристов, то есть татарских националистов, вот в этих намерениях, в том, что эти намерения есть. Они есть. Это таков их проект. Но я считаю этот проект неэффективным. Понимаете? Почему? Вот посмотрите, чтобы как-то отреагировать на совершенно безобидный диктант по башкирскому языку, который прошел с полным успехом, пришлось привлекать силы, вот сказать, расчехлить и всех татарских блогеров, и, точнее, не татарских, а вот именно блогеров числа татаристов. Я всегда различаю татаристов, то есть татарских националистов и татар. И аж ресурс ТНВ, аж сам генеральный директор ТНВ выступает. И экспертов института имени Барджани, в том числе бывшего эксперта института имени Барджани, профессора Исхакова. И кого только не привлекали. Толку никакого. Тут я хотел еще один важный нюанс подчеркнуть. Смотрите, дело в том, что раньше, в прежние времена, эта тактика успех определенный имела. При Рахимове в Башкортостане воздействовать через татарскую часть населения Башкортостана, точнее, через политизированную часть этой части, было еще можно. Правильно это или неправильно, но здесь существовала так называемая татарская оппозиция. Достаточно мощная. Был Бегнов с его командой там, и так далее. Я сейчас выдержусь от оценок, я просто констатирую, что это было. Сейчас ничего этого нет, даже близко. Татарскому населению Башкортостана, как и башкирскому населению Башкортостана, да еще вот в таких вот условиях вот этого карантина и так далее, да глубоко, извините, по барабану вот на все вот эти надуманные, придуманные прямо в виртуале конфликты, которые нам хотят навязать. Абсолютно. Точно так же, в общем-то, сами люди спокойно относятся и к переписи. Их, знаете, не перепись волнует, вообще-то говоря. Их волнуют вопросы, как им дальше жить вот в этой экономической ситуации, наверное. Как детей растить. А вопросы межнациональной конфликтности их не волнуют. Они должны волновать как раз именно тех, кто за купирование этой конфликтности отвечает.
том числе и экспертов. И вот эксперты видят, как она создается. Вот я, например, могу сказать, как она создается буквально на пустом месте. Аж на уровне такой мощной республики, как Республика Татарстан. Ну, ТНП же все-таки это официальный орган. Но зачем поставляться-то так? Но я что хочу сказать. Почему это еще раз эта тактика неэффективна? Откуда она вообще взялась? Вы знаете, в основе вот такой болезненной, а потому неэффективной реакции лежит старый мем о втором по численности народе Российской Федерации. Вот он был принят, создан и принят в Татарстане. Да? Этот мем, на самом деле, особенно у тех, кто татарский народ хорошо знает, вот, например, здесь в Башкирии, поскольку татары братский башкирский народ, мы-то их знаем очень хорошо, он вызывает, честно говоря, скорее улыбку. Почему? Потому что, вот если арифметически смотреть, то да, наверное, татары второй по численности народ в России. Просто потому, что их примерно 5,5 миллиона. Вот. А русских-то больше 120 миллионов. Понимаете? То есть, на самом деле, численность татар намного ближе к численности 3-го, 4-го, 5-го по численности народов в России. И статусно-ролевое положение тоже. Оно очень не сильно отличается от статусно-ролевого положения башкир, например. Я уж не говорю про статусно-ролевое положение чеченцев, например. То есть этот мем имеет чисто пропагандистское значение, и причем опять пропагандистское только на татарскую же аудиторию. Как вот в случае с мемом про переписи, которая на самом деле не действует, вот в данном случае не действует и не подействует, я считаю, на северо-западных башкир даже. Она подействует только на тех, кто и так татарами является. Так пусть и является, ради бога. Так и тут этим мем воздействует не на правительство Российской Федерации. Раньше он как-то еще, может быть, мог бы воздействовать, а сейчас вряд ли. Когда сейчас сужена кормовая база в финансовых олигархических кругах, вот, когда эти положения сложные по всей стране, теперь уже на такую романтику обращать внимание никто не будет. Обращать будет внимание на реальную силу, на реальные возможности и так далее. А с этим все намного сложнее. Вот. И вот эти опасения о том, что каким-то образом мы лишимся статуса второго по численности народа, причем став совершенно неофициальный. Лично мне они кажутся тоже неэффективными и не очень понятными. Не говоря уже о том, что на самом деле никто его не лишится. Я вас уверяю, от того, что часть северо-западных башкир на этот раз не запишется татарами. Да? Хотя вот лично по моим прогнозам, например, мне кажется, там вообще изменений сильных по сравнению с переписью 2010 года не будет. Она примерно такой же и будет, мне кажется. От того, что нагайцы запишутся нагайцами в Астрахани, например, а не татарами. От того, что даже если бы сибирские татары, поскольку я знаю, что сибирские татары, там тоже достаточно много активистов, жалуются на то, что их записывают татары, а они такими полностью не являются, это как бы отдельный народ. Но в данной переписи этой роли играть не будет, потому что они все равно будут учиться в составе татар. Вот. Но даже если бы не учитывались. Дело в том, что все равно это не скажется сильно на количестве татарского народа, понимаете? Поэтому мне кажется, что вот все эти ресурсы, они глубоко уходят, никуда. В том числе потому, что ситуация поменялась, фазы сменились, жизнь сменилась, понимаете, фазовый переход у нас произошел. И то, что срабатывало во времена Рахимова, сейчас, в наши времена, уже не срабатывает. Уже не срабатывает. Да вот я же говорю, посмотрите хотя бы на то, что вот, когда существовала татарская оппозиция с Бигновым в Уфе, да? А сейчас всю эту роль всей этой оппозиции выполняет, извините, Ильнар Гарифуллин, который в Казани, кстати говоря, живет и работает, а не здесь. Вот. И вот от него все информационные там, статьи, поводы там, и так далее, все от 1-2 человек. Вот. Ну, это же смешно на самом деле. Нет, я понимаю, что, конечно, во времена такого информационного воздействия, которое окружает нас кругом, в информационную эпоху, конечно, очень часто события имеют значение только в том плане, в каком они преподнесены в интернете, а не в том, в каком они случились. И простейший пример – это абсолютно раздутая истерия как раз вокруг безобидного башкирского диктанта. Вот
Но чтобы разобраться в этом, почему все это, откуда возникли вот эти мемы, скажем, тот же мем о втором по численности народе России и так далее. Для этого нужно обратиться к самому типу национализмов, в том числе татарского национализма, башкирского национализма, русского национализма. И мы это, я думаю, сделаем в следующей передаче.